Ты никогда не знаешь, как будет отвечать твой организм. Ты можешь определить спеть 10 спектаклей в месяц, а ты заболел или дал большую нагрузку и поешь только 2 спектакля. То есть это все непредсказуемо, и одновременно это и держит тебя в форме, в тонусе, потому что ты никогда не знаешь, что тебя ждет в будущем, но и на сколько лет хватит тебе твоего голоса, самое интересное, да. То есть это такая профессия, когда ты в любой момент можешь пойти заниматься чем-то другим. Она нередко говорит, что опера приняла ее, впустила и позволила жить, творить на сцене в окружении гениальной музыки. Для девочки из заводского района этот мир высокого искусства казался чем-то далеким и недостижимым, таким же нереальным, как звание народного артиста. Но пройдет время, она будет делать шаг за шагом, и окажется, что ей самой под силу подняться на театральный Олимп и войти в число лучших солистов Большого театра, народных артистов страны. А там, на Олимпе, продолжается обычная жизнь, наполненная заботами, трудом и волнениями. Разве что аплодисменты звучат громче. Я влюблена в этот театр и надеюсь, что это взаимно. Личности неординарные, и нам всегда кажется, что мы делаем все лучше всех, и мы гениальные и прекрасны. Хорошо, когда есть человек, который такую ложку дегтя немножко добавит и скажет, вот здесь там фальшиво, здесь не дотянул, здесь надо вот фразу. То есть, и в первую очередь это концертмейстер театра, это очень важная роль для вокалиста, потому что это твой педагог, репетитор. Сколько знает нот? Много. Сколько клавиров знает человек? А где же друг твой? Ему была я рада. Мой друг ушел, но он вернется. Ушел, как жаль. Я рада всем, кто здесь бывает, и редко остаюсь одна. Мои друзья во время сна оставили меня. Только на точку. Оставили меня. Дирижер, когда ты уже подготовил партию, он тоже тебе подсказывает, какие-то вещи помогает, потому что опера — это такой вид искусства командный. Ты один ничего не сделаешь на сцене, у тебя есть партнеры, у тебя есть дирижер, оркестр, и вы все вместе, говоря уже о всех службах, которые обслуживают спектакль, которых мы не видим, которых не видит зритель, но без них не включится свет, не поднимется занавес, и мы не выйдем на сцену. Светлый край.
сказать: будь уверен в себе, не бойся, не волнуйся, все будет хорошо. Ну, ты можешь это посоветовать. Но это как на войне. Вот ты выходишь вот с врагом, ты один на один с ним. Тебе могут помочь, подсказать за кулисами, а ты вышел на сцену, и все, ты один. Тебе не поможет никто, ни педагог, ни репетитор. Ты сам должен перебороть в себе эти чувства, эти страхи. Нужно иметь характер, чтобы выходить на сцену. Очень сильный характер. Я не думаю, что если ты находишься вот внутри произведения, что на тебя может повлиять какой-то зритель, ты на него как-то будешь реагировать. То есть может, если ты не в произведении, если ты отключился, как бы, да. Но и опера, и так же, как и драматический театр, он требует времени, чтобы войти в постановку, да, то есть за час, за 2 часа, да, войти вот в ту историю, которую ты сейчас будешь играть. И потом, соответственно, пару часов, чтобы выйти. Многие актеры потом с трудом могут заснуть, наверное, вечером. Долго все это крутится в голове. То есть ты погружаешься, вот, может быть, это как какие-то компьютерные игры, можно там сказать современным языком. Помимо работы в Большом театре, Анастасия Москвина преподает в Белорусской академии музыки. В 2012 году ей присвоено звание доцента. Она много гастролирует и принимает участие в музыкальных телевизионных проектах. Есть люди очень эмоциональные в жизни, но когда они выходят на сцену, ничего не получается, вот, ничего не идет от них. А есть люди, наоборот, актеры абсолютно спокойные в жизни, выходят на сцену, и они настолько берут зал своей игрой, то есть душа, тип нервной системы, все вместе, видимо, генетически что-то. И поют многие, да? Где-то за столом выпили чуть-чуть. Ну, любой человек может что-то там напеть и спеть. Это, всем кажется, что это не профессия, это не сложно, да? Когда Шаляпина ямщик, который его подвозил, спросил: а чем вы на хлеб зарабатываете? Он говорит: пою я. Он говорит: так и я ж пою. А где вы работаете? Не каждого впускают, и не каждый там может задержаться надолго, потому что довольно элитарный вид искусства и очень красивый, и очень сложный, но не для каждого, так скажем, потому что это сложно. Я имею в виду петь в опере. Это один из немногих видов искусства живой, где нет подзвучки, где мы работаем вживую, как у нас говорят в Беларуси, живый гук. И для того, чтобы сохранять свой голос постоянно в форме, нужно сначала научиться этому. Потому что ты можешь немножко попеть, и у тебя голос вдруг исчезнет, например, потому что это очень тонкий инструмент. Это связки, как и у спортсменов. У нас тоже голосовые связки, которые нужно беречь, нужно знать, как ими пользоваться. В 2016 году Государственная премия Республики Беларусь в области литературы, искусства и архитектуры была присуждена коллективу Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси за постановку оперы «Седая легенда». В числе лауреатов была и Анастасия Москвина, исполнившая роль крепостной Ирины, в которую влюблен шляхтич Роман. В опере всегда, вы знаете, есть треугольники, четырехугольники любовные. И главные герои всегда страдают, или умирают, или выживают. Ну, в общем, я получилось так, что из-за меня все произошло, все трагедии, которые там случились из-за любви. Вот, ну, что ж не сделаешь ради любви.
Постановка сделана так режиссером, что он идет как экшен, как фильм. Оно настолько взаимодействовано все, что нельзя говорить о том, что вот это у меня там самая сложная роль или у другого героя. Мы настолько все взаимодейственны, мы сплетены в одну какую-то историю такую. И поэтому мы все там важны, и все моменты, которые там происходят, они взаимосвязаны между собой, потому что это одна такая история, которая приводит к этой трагедии. Когда мы поем на родном языке, потому что мы не говорим в жизни на языке, мало кто из нас говорит на белорусском языке. И когда есть возможность исполнять оперу на белорусском, это большое счастье, потому что это наши корни, это изнутри идет, да? И русский наш родной язык, и белорусский наш родной язык. То же самое касается и русских опер. Это идет естественная эмоция. Когда мы поем на языке родном, мы поем совсем с другим наполнением эмоциональным, потому что кроме родного языка это еще какая-то сила такая земли, да, сила природы. То есть это наше, мы естественны в этом проявлении. Да? Не менее гениальная музыка. Но как чувствует итальянец оперу Пучини и Верди, он не будет чувствовать Чайковского, Рахманинова, Римского-Корсакова. Мы не говорим о том, что они будут петь там с акцентом. Нет, мы говорим именно о чем-то таком более глобальном. В репертуаре Анастасии Москвиной десятки партий. «Аида», «Иоланта», «Леонора» в «Трубадуре», «Сента» в «Летучем голландце». Но ближе партия Татьяны в «Евгении Онегине», Ярославны в «Князе Игоре», Лизы в «Пиковой даме». Та музыка, которую слышит зритель в зале, и которую слышим и исполняем мы сами в течение 3-4 часов, она гениальная. То есть ты находишься в сгустке какой-то гениальной энергии музыкальной. Ты часть этого. И это особое ощущение, особая радость. И сложность, и радость одновременно для нас. Потому что, я не знаю, наверное, это что-то от Бога у всех композиторов было, чтобы написать такую гениальную музыку, которая столетиями трогает сердца людей и так радует, и такие сильные эмоции вызывает, да, у человека. Поэтому это большое счастье работать с таким материалом и быть частью.
Меня часто спрашивают, где вы учились, потому что все думают на самом деле, что я училась где-то не здесь. Но это интересный вопрос, потому что на самом деле я, конечно, училась в Белоруссии, но мой педагог имеет школу украинскую и итальянскую стажировку, поэтому это белорусско-украинско-итальянская такая школа, поэтому это большой плюс. И я горда тем, что я училась в Беларуси, и тем, что я живу и работаю в нашем театре, то, что я представляю Беларусь. И когда я приезжаю в ту же Москву, они очень с большим уважением относятся к нашей стране и к тому, что мы белорусы. Я не знаю, откуда у них это идет, от чего, но когда ты говоришь, откуда ты, очень приятно видеть реакцию людей. В жизни каждого артиста найдется момент, который, если не изменяет судьбу, то в конечном счете приводит к успеху. И каждый раз, слыша такие истории, задумываешься, а что, если бы этого не случилось? И меня выбрали в детском саду. Родители даже не собирались в 5 лет. Как-то так получилось, что ходили по садам, видимо, музыкальной школы, и отбирали себе деток. И меня взяли сразу на скрипку. У меня оказался абсолютный слух. Хотя все говорили, давайте на фортепиано. Они говорят, вы что, вот на скрипку? Мало у кого такой слух, что вам это фортепиано, давайте на скрипку. И с 5 лет я ездила, чтобы меня не потерять, они мне предложили индивидуальное занятие дома с педагогом, потому что с 7 только брали эту музыкальную школу. И я закончила музыкальную школу по классу скрипки, вторую школу имени Аладова. В 1995-м Анастасия Москвина окончила Белорусский государственный университет культуры по специальности режиссер театрального коллектива, а в 2001-м – Академию музыки. Впрочем, поступать туда не собиралась. Она уже работала в Русском драматическом театре, но всегда мечтала научиться профессионально петь. И однажды друзья привели ее к народной артистке Беларуси Лидии Ивановне Галушкиной. Ну, она такая была женщина с характером. В общем, я думаю, что вообще в те времена все такие были артистки с характерами. То мы сейчас какие-то такие помягче стали. Наверное, жизнь другая, не знаю. Но тогда они были прима, значит, прима. Сразу видно. Она меня послушала и сказала, ну, голос у тебя есть, ну, я не буду с тобой заниматься, нет у меня времени. И меня это так, ну, я же тоже была с характером. И, в общем, я настолько была расстроена, это были мои хождения по мукам, я столько педагогов перебрала и пыталась с кем-то заниматься, что мне уже просто эта ситуация немножко вывела из себя, и я сказала, ах, не будете, ну и не надо, хлопнула дверью и вышла. Иду по коридору консерватории, она выбегает и говорит, подожди, буду, иди сюда, буду, мне нравится твой характер. Параллельно с Академией музыки Анастасия Москвина окончила аспирантуру Университета культуры. В числе лучших выпускников была приглашена на президентский бал. А после консерватории прошла прослушивание сразу в 2 ведущих театра страны – Большой и Музыкальной комедии. На работу пригласили оба. Я никак не могла определиться, какой же жанр все-таки выбрать, потому что в музкомедии мне сразу предложили главные роли. Здесь, как всем начинающим, маленькие роли, Барина, Первая дама. В музкомедии мне сразу предложили партию Розалинды из оперетты Штрауса «Летучая мышь». И сказали, что вот если все хорошо будет, то мы сразу тебя берем на ставку, и ты будешь главной партией петь. Но опера почему-то оказалась мне ближе. Здесь больше страдают, здесь такие сильные эмоции, здесь все так эмоционально очень сильно, конечно. Наверное, оперетта — это все-таки такой определенный жанр, стиль жизни. Даже публика разная у нас. Вы заметьте, кто приходит в оперу и кто приходит в театр музыкальной комедии. Каждый приходит за разными эмоциями. Да? Туда приходят за хорошими эмоциями, счастье, все хорошо, все счастливы. У нас немножко надо поработать, чтобы душа поработала. Примечательно, что 10 лет спустя Москвина все-таки сыграет Розалинду в «Летучей мыши», но уже на сцене Большого театра России. 5 сезонов в необычной постановке режиссера Виталия Бархатова. Сценографом выступил наш земляк,
театральный художник Зиновий Марголин, а художником по костюмам – кутюрье Игорь Чапурин. «Голос Москвиной» критики назвали открытием театра. Казалось, что эта партия настолько вообще очень сложные партии в оперете «Летучая мышь» на уровне оперных партий. То есть виртуозное владение голосом там требуется. И я надеюсь, что в ближайшие годы в нашем театре тоже будет эта постановка. Сейчас идет об этом разговор, потому что публика очень любит эту оперетту. И во многих театрах европейских эта оперетта идет в оперных театрах как подарок, часто на Рождество. То есть она включена в репертуар оперных театров, и очень многие оперные звезды, вот если посмотреть YouTube, исполняли главные партии. Кирита Канава и очень многие, Пласидо Доминго даже дирижировал этой опереттой, поэтому даже люди, которые к нам приходят, тоже хотят получить хорошие эмоции, эмоции счастья. Еще будучи студенткой, Анастасия Москвина стала лауреатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи. В 2008 году была награждена медалью Франциско Скорины, а в 2016 удостоена звания народной артистки Беларуси. Не каждый человек может пережить все большие какие-то подарки судьбы, которые ему в жизни дарят, да? Пережить и продолжать жить с ними, да? Кажется, что вот это вышка, да? Но на самом деле, чем хороша наша профессия? Она заставляет нас постоянно учиться и постоянно работать над собой, потому что это живой организм, ты должен все время репетировать, ты должен быть все время в форме, в тонусе, да? Ты все время должен следить за собой. Это раз. Второе. Ты не молодеешь, за тобой есть поколение, которое тебе наступает на пятки. Естественно, смена поколений будет, но ты должен, если ты хочешь удержаться, ты должен быть на очень высоком уровне, чтобы рядом с молодыми тебя тоже ставили в спектакли, в премьеры, чтобы ты был, как сказать, в фаворе, чтобы ты был в деле, да? Чтобы ты был в премьерах, чтобы ты был в самых важных событиях. Конечно, когда ты выходишь на сцену и тебя объявляют народный артист Республики Беларусь, это очень приятно, но это яркое чувство вызывало только первые буквально там несколько месяцев. Потом человек ко всему привыкает, как бы, да, потому что невозможно жить и ходить, так, я народный артист, я вот так вот, я такой народный, да, я вот должен ходить гордо, с плечи расправить. Ты живешь обычной жизнью, ты человек. И если это такой мыльный пузырь, который ты себя будешь делать, нет, конечно. Ты выходишь на сцену, и ты должен доказать. Вот, ты народный артист, ну давай, докажи. Каждый раз, каждый спектакль.